Средняя школа имени Эсенгула Карасартова. Здравствуйте, ребята! Сейчас у нас урок русского языка. С вами ваш учитель русского языка Каныки Мухаммедкалыевна. Чтобы грамотными стать, надо много нам читать, надо быть активным, а еще желательно делать все внимательно. Ребята, быть должны у вас в порядке ручки, книжки и тетрадки. Вы готовы к уроку? Тогда вперед! Тема нашего урока – как Маша стала большой. Цель урока – познакомиться с рассказом «Как Маша стала большой», закрепление навыков и умения правильно читать и писать новые слова, развитие речи, навыков говорения и выразительного чтения текста, составление предложений, воспитание отзывчивого отношения к людям. Откройте страницу 34. Автор Пермяк Евгений Андреевич. Как Маша стала большой. Маленькая Маша очень хотела вырасти, а как это сделать, она не знала. Она надевала мамины туфли, и бусы надевала, и даже часы на руку надевала. Ничего не получилось, все смеялись над ней и шутили. Стала Маша пол подметать и подмела. Даже мама удивилась: «Ты у нас большая становишься». А когда Маша вымыла посуду, тогда отец удивился и сказал: «Мы не заметили, как Маша выросла. Стали маленькую Машу называть большой». Словарная работа. Шутили, тамашалашты, удивился, таңғалды, становишься большая, чоңойып келе жатасың. Бусы, шуру, наручные часы, қол-саат. Ответьте на вопросы. Зачем Маша надевала мамины туфли, бусы и часы? Почему Машу стали называть большой? Правильно, Маша очень хотела вырасти. Машу стали называть большой, потому что она подмела пол и вымыла посуду. Молодцы, ребята! Это совсем небольшое, но очень поучительное произведение «Как Маша стала большой». Главной героиней рассказа является девочка Маша, которая на самом деле была маленькая, но очень хотела быть взрослой и поэтому начала примерять вещи взрослых. Но от этого она не становилась старше. Позже она подмела пол и помыла посуду. Вот тогда родители похвалили ее и сказали, что она выросла. Основная мысль рассказа – не внешний вид делает нас взрослее, а дела. К произведению подходит пословица «Величие человека делами определяется». А сейчас откройте свои тетради. Выполним упражнение номер 2, страница 35. Ребята, составьте предложение из слов и запишите.
Теперь проверьте свои работы. Маленькая Маша очень хотела вырасти. Маша стала пол подметать. Маша вымыла посуду на кухне. Стали маленькую Машу называть большой. Проверили? Если у вас все правильно, то вы молодцы. Давайте немножко отдохнем. Точка, точка, запятая, вышла рожица смешная. Ручки, ножки, огуречек, появился человечек. Что увидят эти точки, что построят эти ручки, далеко ли эти ножки уведут его? Как он будет жить на свете, мы за это не в ответе, мы его нарисовали Только и всего. Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек. Впрочем, знают даже дети, как прожить на белом свете. Легче этого вопроса нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым. Только и всего. Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить. Точка, точка, запятая, точка, точка, запятая, точка, точка, запятая, точка, точка. Послушайте стихотворение про мальчика Гришу. Автор Самуил Маршак. Стихотворение называется «Жадина». Гриша, Гриша, дай мне нож, ты обратно не вернешь. Дай-ка, Гриша, карандаш, ты обратно не отдашь. Гриша, Гриша, дай резинку, ты откусишь половинку. Гриша, Гриша, дай чернил, ты бы сбегал и купил. Не вернешь, қайтарып бербейсің, откусишь половинку, жартысын тиштеп аласың. Сбегал, чурқап барып келсең, чернила, сыя. Теперь, ребята, прочитайте еще раз стихотворение. Что необычного заметили в этом стихотворении? Конечно, ребята, это стихотворение «Разговор». А сколько человек участвует в разговоре? Да, двое. А вы знаете, как называется разговор двух человек? Диалогом. Диалог – это разговор между двумя или несколькими лицами. С кем разговаривает жадина Гриша? Как бы вы его назвали? Конечно, попрошайка, ведь он все время просит. Всем известно, что жадничать – это плохо, а просить, как вы думаете? Просить все время тоже нехорошо. Для чего автор сочинил это стихотворение, подумайте.
Говоря о чем-то плохом, автор как бы предупреждает нас. Не делайте так, это плохо. Следите, чтобы у вас не появились плохие привычки. Речевая разминка. Данное стихотворение читать грустно, затем весело. Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать. Все правильно и внятно, чтоб было всем понятно. Мы будем разговаривать и будем выговаривать. Так правильно и внятно, чтоб было всем понятно. Теперь весело. Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать. Все правильно и внятно, чтоб было всем понятно. Мы будем разговаривать и будем выговаривать. Так правильно и внятно, чтоб было всем понятно. Теперь попробуйте и вы. Упражнение 3. Рассмотрите картинку, как оделись дети в школу. Ответьте на вопрос, какая одежда нужна для школы. Правильно, ребята, школьная одежда. Упражнение 4. Прочитайте, скажите, куда какую одежду надевают. Одежда школьная, одежда домашняя, одежда спортивная, одежда нарядная. Да, ребята, школьную одежду надевают в школу, домашнюю одежду надевают дома, а спортивную одежду надевают в спортзал, нарядную одежду надевают в гости. Ребята, если вам на уроке все понравилось и вы все поняли и со всеми заданиями справились, выберите красное яблоко. Если вам на уроке все понравилось, но вы не справились с некоторыми заданиями, выберите желтое яблоко. Если вам на уроке было скучно и вы ничего не поняли, выберите зеленое яблоко. Спасибо за внимание. До новых встреч!